Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных темах дня. К 30-й годовщине Победы семьи погибших в Отечественной войне народа Абхазии получат единовременные выплаты. Из резервного фонда правительства выделены средства на капитальный ремонт фасада здания Генпрокуратуры и строительство парковки. В Сухуми прошел рейд под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киут. Первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопо посетил с инспекцией Ачимчирский район. На балансе района МТС 31 единица техники. Вся она готова к работе. Беслан Джопо пообещал, что с нового года МТС будет обеспечена необходимыми запасными частями. Затем Беслан Джопо побывал в селе Маркула, где местный житель Лаврент Гуния благодаря госпрограмме развития сельского хозяйства организовал мини-ферму и выращивает крупный рогатый скот. На данный момент здесь 75 голов. В планах у фермера увеличить поголовье скота, но для этого необходимо провести электричество. В село Ктол Анот Картози разбил плантацию хурмы. По госпрограмме ему приобрели 400 корней. Кроме того, здесь он выращивает фасоль, дыню, огурцы. Астамурку Гони в рамках программы соорудил виноградник. Он также планирует расширить свою деятельность. В селе Лабра Сергей Авидисян разбил фруктовый сад и птицеферму, также при помощи государства. Беслан Джопо остался доволен увиденным и отметил, что предпринимателям, занятым в сфере сельского хозяйства, и дальше будет оказываться помощь. Благодаря Министерству сельскому хозяйству, за что мы очень благодарны, они нам выдали колючую проволоку, колышки и рассаду. Персик, бычье сердце, он на том краю растет у нас плоская и алыча. Остальное своими средствами, руками посадили, спахали, сделали 400 штук в общей сложности. Проект, опять-таки, через Министерство сельского хозяйства. Инкубаторы, выводы, брудера, все выделено нам и пытаемся создать маленькую ферму. Сколько уже занимаетесь? Первый год. Вот это первые цыплята у нас. Ага. А вы сами выводили цыплят или уже маленьких цыплят? Нет, мы сами. Мы яйца купили, цыплят сами выводим, все сами сделали. عن خاري حرح проект كراي قسيبو يو проект كواحد تخزمك أتخرج عجرمود زد الخا أخورم رسوم يخوجك جباد زبل يرجعكم زيجي بس يخكعنا واحد دخمك وقول اشتخل بيبشي أكوز حبيت يخا أزجي حرجرا يرا проект كان يتسجل تخرج آخر تخوب أتزخنا قطوا أب يعيزر حرس تخوب أب برت جت تخرج رحتو يزبنز أرت وشتيل كعوب وشروع كخيش كلرجو. Инспекционные поездки вице-премьера министра сельского хозяйства Беслана Джопо в районы республики завершились посещением машинотехнологических станций Гулрыбского и Сухумского районов. На балансе МТС Сухумского района 13 единиц техники. Из них 8 используются для сельскохозяйственных работ, 3 требуют капитального ремонта. Беслан Джопо также проинспектировал ход реализации 4 проектов госпрограммы по развитию сельского хозяйства. Среди них птицефабрика в селе Бабушара, цех по производству пластмассовых ящиков, недавно высаженный мандариновый сад и цех по производству компотов и джемов Дары Абхазии. Итоги инспекционных поездок будут подведены на следующей неделе. Пресс-служба МИД Абхазии сделала комментарий по итогам встречи министра иностранных дел Инала Ардзинба с активом Сухумского района. Отмечаем попытки грубого искажения содержания выступления, прежде всего со стороны анонимных источников информации, тиражирования отрывков выступления, вырванных из контекста. Указанные действия преследуют попытку создания напряженности в обществе, говорится в комментарии. Партия Амцахара разделяет тревогу и опасения главы внешнеполитического ведомства Инала Ардзинба. Об этом говорится в заявлении Политсовета партии. На встречах, где присутствовали представители партии Амцахара и многие ветераны, Инал Ардзинба подчеркивал, что сегодня как никогда нашему народу нужно объединиться, отбросить внутриполитические распри, приложить все усилия для экономического развития страны. Подобный формат прямого доверительного диалога с соотечественниками считаем своевременным
правильным и полезным, говорится в заявлении. При этом, как подчеркивается в документе, некоторые оппозиционные ресурсы пытаются вырвать отдельные высказывания из контекста для создания информационного шума. Такие манипуляции считаем некорректными и неуместными, нарушающими целостность картины и искажающими суть высказывания, отмечается в заявлении партии Амцахара. Единовременные выплаты семьям погибших в Отечественной войне народа Абхазии начнут выдавать с 18 сентября. Сумма выплаты – 20 тысяч рублей. Она положена каждому члену семьи погибших по следующим категориям. Каждому нетрудоспособному члену семьи погибшего, семьям погибших на войне добровольцев, семьям добровольцев, погибших в период с октября 1993 по декабрь 1994 года, членам семьи погибших, имеющим право на пенсию по инвалидности. Всего выплаты получат 1150 человек. Цели и задачи, которые ставит президент в соответствии, Кабинет министров и Пенсионный фонд по своим возможностям выделили 4 категории семьям погибших, связанные с Отечественной войной народа Абхазии. Это коснется около 1150 человек. Единоразовая выплата по 20 тысяч рублей. Выплат 11 категориям, начиная с 2024 года, 5174 человека, будут увеличены выплаты на 2000 рублей. Большинство это коснется инвалидов второй группы нашей войны, которые сейчас получают 7500 рублей, будут получать 9500. А первой группы по линии пенсионного фонда, который мы финансируем, это сейчас 10, будет 12 тысяч рублей. Но есть некоторые другие категории, резервисты, срочные службы, у них там выплаты привязаны к законам, там будут выплаты где-то и 2500, но не менее 2000 рублей. Общая потребность дополнительная фонду на следующий год, на 2024 год, составит 125 миллионов рублей. Это общая дополнительная потребность. А общая потребность вот этим именно 11 категориям будет у нас сумма 547 миллионов рублей. Поступление страховых взносов у нас мы идем с плюсом, существенным плюсом, более 100 миллионов рублей, если смотреть на сегодняшний день. Ну и к концу года мы рассчитываем, что эта цифра еще увеличится. И вот у нас, если смотреть, в прошлом году у нас было плюс 160 миллионов. Если смотреть по сравнению с 2021 годом, а 2021, если с 2020 сравнивать, там 211 миллионов было плюс. Ну, каждый год это позволяет нам смотреть и по своим возможностям увеличивать некоторым категориям выплаты. Из резервного фонда правительства выделены средства на капитальный ремонт фасада здания Генпрокуратуры и строительство парковки. Все детали у Лауры Капш. Абхазия готовится к празднованию 30-й годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии. В преддверии праздника во всех районах проводятся работы по благоустройству памятников, парковых зон, зданий и сооружений. Из резервного фонда правительства были выделены 11 миллионов рублей на ремонт фасада здания Генпрокуратуры и строительство парковки. Здание требовало капитального ремонта, штукатурка отслаивалась, висели провода. Проводится полная отбивка штукатурки, отслоившиеся слои все удаляют. Приходится снимать все кондиционеры, опять потом заново вешать, потому что при их наличии невозможно качественно выполнить работы. Декоративные элементы все будут восстанавливаться, реставрироваться, что возможно, что невозможно, значит будет заново переделываться все. Будет также подсветка этих декоративных элементов, что в ночное время создаст очень красивый вид. Генеральным подрядчиком работ выступает компания «Универсал Строй», заказчиком УКС. Средства выделены из резервного фонда Кабинета министров на капитальный ремонт и благоустройство. Получается, выделено порядка 11 миллионов рублей. Работы планируют завершить к концу сентября. Стоит отметить, что в прошлом году здесь полностью заменили кровлю. А также были заменены ограждающие конструкции, все по периметру, балясины, бетонные тумбы, шпили, все было заменено. Кровля протекала, кровлю давно не делали, как бы шифер свое уже отжил.
и пришлось заменить всю кровлю со стропильной системой, со всеми вытекающими. Также в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 30-й годовщины Победы на здании Совмина появился баннер. Для установки баннера были приглашены альпинисты из Сочи. 30 сентября на площади Свободы пройдет военный парад, в котором будет задействована тяжелая техника и авиация. Лаура Капш, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В преддверии празднования 30-летия Победы в Отечественной войне народа Абхазии режим несения службы личного состава МВД переведен на усиленный. 14 сентября прошел рейд под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киут. Подробности в материале пресс-службы ведомства. МВД Абхазии продолжает усиленные рейды по предупреждению профилактики правонарушений в республике. 14 сентября рейд проходил под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киут и его заместителя Беслана Чкадуа. Уже несколько месяцев сотрудники милиции работают без времени на отдых и праздничных отгулов в преддверии праздничных мероприятий, приуроченных к празднованию 30-летия Дня Победы и независимости. Режим несения службы личного состава будет усилен. Рейдовые мероприятия по профилактике и предупреждению правонарушений на дорогах страны проводятся ежедневно. И ежедневно сотрудники милиции выявляют случаи вождения автомобиля в нетрезвом состоянии. По результатам профмероприятий 14 сентября выявлено 10 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии. Все они после освидетельствования лишены права управления транспортом на 6 месяцев и подвергнуты административному штрафу в 30 тысяч рублей. Особое внимание сотрудники уделяют автомобилям с затонированными лобовыми стеклами, затемнение которых запрещено законом. Таким образом, сотрудниками было растонировано 30 автомобилей. Всего выявлено 232 административных правонарушений. Усиленные рейды сотрудники милиции продолжат далее, работая в ежедневном режиме. МВД напоминает, основной целью сотрудников является снижение количества нарушений ПДД и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. Делегация Минтуризма во главе с министром Тимуразом Хишба примет участие в работе первого международного туристического форума «Стратегия устойчивого развития туризма в неустойчивом мире», который проходит в Казахстане. В рамках форума также состоится Международный конгресс туроператоров, на котором будут обсуждаться вопросы трансформации международного туристского рынка в современных условиях, перспективы развития и партнерства. В составе абхазской делегации замминистра туризма Дмитрий Зантаря и председатель Абхазо-Российской туристической ассоциации Таращ Хутаба. На исторической поляне Мукашта прошел фестиваль культуры и ремесел. Мероприятие организовано инициативными группами Ачамчирского, Ткварчалского, Галского, Гагарского и Гудаутского районов при поддержке совместной программы ЕС и ООН по развитию сельских территорий и международной организации движения против голода, а также Министерства культуры. Гости фестиваля могли послушать лекции о появлении разных народов на территории Абхазии, узнать об особенностях воспитания детей у абхазов, об истории абхазских игрушек и о народных музыкальных инструментах. Были организованы мастер-классы по рисованию старинных этнических орнаментов, искусству и керамике, кузнечному делу, плетению корзинок, кулинарии, а также стрельбе из лука. Здесь также состоялись соревнования среди команд школьников по старинной абхазской игре «Ахылпахас». А завершилось все яркой концертной программой. Участниками фестиваля стали порядка 125 школьников в возрасте от 14 до 17 лет. В Сухуми стартовала 22-я спартакиада школьников. Открыла спартакиаду эстафета «Здравствуй, школа», в которой участвовали команды Сухума и лицей-интерната. Первое место заняла команда 10-й средней школы, второе место – 4-я школа, 3-я – 2-я. Всего в эстафете приняли участие 16 команд, в каждой из которых 11 человек с 1 по 11 классы.
Абхазские спортсмены принимают участие в первенстве России по вольной борьбе среди спортсменов до 24 лет. Даниил Харчелава выступит в весовой категории 65 килограмм. Баграт Пандария, Инар Кейтя и Марат Кокускери в весовой категории 70 килограмм. Астамур Гунба будет бороться в весовой категории 79 килограмм. Турнир проходит с 14 по 18 сентября в городе Наро-Фоминск. Соревнования станут основным этапом отбора перед первенством мира, которое пройдет в конце октября. И в завершении выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 16 и 17 сентября на территории Абхазии ожидается переменная облачность. В субботу, в конце дня и в воскресенье временами дождь разной интенсивности. Гроза. Температура воздуха ночью плюс 12, 17, днем 19-24. Температура морской воды плюс 28. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Абхазское телевидение продолжает свою работу.